В столице республики проходит мероприятие, посвященное декаде родного языка. В его рамках сегодня состоялась презентация книги и репортаж Саргаланы Захаровой. «Под северным сиянием» – так назвали книгу о коренных народах Севера, Якутии. Это первое в своем роде издание о жизни и истории всех 5 северных народов, населяющих республику. В первый раз идею о его создании высказал народный писатель, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Андрей Кривошапкин еще в 2007 году. Спустя 7 лет книга увидела свет и вышла тысячным тиражом. Вообще все это продвигалось очень трудно, потому что это первый опыт, и тем более все это делалось на общественных началах. Единственное, что вот помощь в издании оказал Департамент по делам народов Республики Саха-Якутия. Поэтому это вот как первый шаг, и многие еще не верили в то, что мы сами сможем подготовить и издать подобную книгу-альбом о наших народах. Из книги можно узнать не только об истории народов, но и увидеть их быт. Красочные фотографии иллюстрируют цитаты из произведений известных северных авторов. Одним из сказителей эвенкийского эпоса является Николай Трофимов. Его столетию посвятили научную конференцию о связи науки и фольклора коренных народов. Благодаря эпосам народного сказителя мир узнал о культуре и жизни эвенков. Наиболее любимым его эпосом была трилогия Иргисмондия Сонинг, это Иргисмондия Богатырь, где в 3 поколениях рассказывается о подвигах богатыря, его детей и внуков. И вот что примечательно, сказания Трофимова и венкийский эпос вообще, они в такой художественной форме содержат огромный пласт исторической информации, который в иносказательной красочной форме доносит до современного слушателя важнейшие эпохи развития эвенкийского этноса. Декада, посвященная Дню родного языка, продолжается. 21 февраля состоится финальное мероприятие. Гвоздем программы станет концерт, где прозвучат стихи и песни на языках народов Севера. Саргалана Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.